Обсудим долги по налогам в ближайшие 13 минут в программе интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня наш гость – начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Ильяс Нагимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Какова ситуация на сейчас? Повлиял ли коронавирус на уплату налогов жителями Башкортостана? Что видите вы? Я вижу, что несколько упали поступления по уплате налогов в этом году. Но они в целом упали не так значительно. В принципе, налогоплательщики у нас платят свои долги. И, соответственно, по итогам года мы надеемся добиться снижения задолженности по имущественным налогам наших граждан. Сколько составляет сумма задолженности на данный момент? Она составляет порядка 2 миллиардов. Это основная часть, это имущественных налогов, это транспортный налог. Он составляет порядка 60% от общей задолженности граждан республики. Каким образом принимаются меры налоговиками, и как урегулировать вот этот вопрос должникам? Самое простое, это опять-таки можно гражданам подключиться к госуслугам, увидеть свою задолженность и, соответственно, погасить с использованием этого сервиса. Также возможно обратиться по-старому непосредственно в инспекцию. В любом МФЦ республики при обращении распечатают квитанции по тому долгу, который у граждан есть, и, соответственно, получится возможность его уплатить. Каковы последствия неуплаты имущественных налогов? Последствия неуплаты – это помимо того, что за каждый день неуплаты начисляется пени, в дальнейшем при принудительном взыскании налоговые органы обращаются к мировым судьям с требованием вынести судебный приказ. После вынесения судебного приказа, соответственно, который имеет форму исполнительного документа, уже добавляется сумма исполнительского сбора, госпошлины. В дальнейшем, когда она направляется в службу судебных приставов и взыскивается, добавляется сумма исполнительского сбора 7% не менее 1000 рублей. В том случае, если в дальнейшем будут совершаться исполнительские действия в отношении имущества плательщика, добавляются затраты на оценку имущества и, соответственно, его реализацию. Каким образом вы сотрудничаете с судебными приставами? С судебными приставами это как основной, скажем так, способ взыскания, это взыскание через службу судебных приставов. Да, у налоговых органов еще самостоятельно существует право взыскания со счетов налогоплательщиков в банках. Оно активно практикуется, но в том случае, если оно не дает результат, мы обращаемся к приставам. Кстати, и приставы тоже имеют право взыскивать со счетов банка граждан. Если гражданин не уплатил задолженность перед бюджетом, какие меры принимаются и какие последствия ждут в этом случае? В любом случае задолженность она не останется без внимания. В отношении задолженности, получается, мы принимаем определенные действия, то есть надо эту задолженность сначала легитимизировать, то есть получить исполнительный документ, которым является судебный приказ. В дальнейшем мы можем на основании данного судебного приказа либо самостоятельно взыскиваться, либо это происходит взыскание через службу судебных приставов. Но надо еще отметить следующее, что при взыскании не обязательно исполнительские действия будут заключаться в том, что пришли, у вас отобрали имущество. Возможно, будет просто наложен запрет на регистрационные действия с данным имуществом. И также в том случае, если сумма долга значительная, то есть превышает 30 тысяч рублей единовременно, либо больше 10 тысяч в течение 3 месяцев, то такая мера воздействия, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации, сейчас это немножко не актуально, но в дальнейшем она, так же как и принимается, будет более актуальной. Какова минимальная сумма долга, какой порог, при котором будет осуществляться именно запрет на выезд? В соответствии с законом об исполнительном производстве, там есть критерий, если сумма долга не погашена в течение 3 месяцев более 10 тысяч рублей. Либо единовременно 30 тысяч. Угу. Работают ли налоговики с работодателями должников? Осуществляется ли здесь какое-либо взаимодействие? Безусловно, мы работаем с работодателями. Мы информируем их о задолженности сотрудников. Почему? Потому что, в принципе, и
это практикуется у нас, есть возможность взыскивать со счетов зарплаты непосредственно, либо со счетов, получается, зарплатных в банках у работодателей. Сумма долга там, она ограничена 100 тысяч рублей. То есть в пределах этой суммы мы можем обратить взыскание непосредственно, обращаясь на зарплату. Ну, то есть вы обращаетесь к работодателю и уже затем совместно влияете на заработок, да? Так? Ну, да, есть такая у нас отработанная система. Мы все-таки в первую очередь просим добровольно, чтобы погасили плательщики свой долг. Но если он получает доход, он, соответственно, мы можем либо взыскать со счета, на который ему перечисляется заработная плата. Ну и опять-таки тут существуют ограничения, конечно, свои связанные, ну, порядка 50% от той суммы, которая туда поступает. Много ли должников по имущественным налогам пенсионного возраста, да, и как вы работаете с этой категорией? Увы, и пенсионеры у нас имеют задолженность. Увы, и со счетов, получается, на которые зачисляется пенсия, также взыскиваются денежные средства. То есть, в принципе, ограничения существуют, конечно, по взысканию с пенсии, вот я как и говорил, порядка 50%. Но если у должника имеется непогашенная задолженность, мы вынуждены ее взыскать. Вот сейчас время коронавируса, да, проводятся ли рейды и планируете ли вы вообще в этом году их? Ну, пока рейдовые мероприятия не проходят, опять-таки связанные с теми ограничениями, которые происходят в период коронавирусной инфекции, распространения. Но все-таки мы, наверное, планируем проведение мероприятий по местонахождению автотранспорта должников, потому что транспорт — это у нас, получается, должники основные, владельцы дорогостоящих машин. И мы планируем проведение, скажем так, оперативных мероприятий по изъятию, эвакуации и реализации транспортных средств должников. С какого периода? Ну, это мы пока договоримся непосредственно. Это мероприятие совместное со службой судебных приставов. Как мы придем, так сказать, к консенсусу в этом вопросе, мы, соответственно, начнем их проводить. Ну, то есть вы сейчас ждете, когда эпид-обстановка станет лучше? Да, именно так. Когда они начнутся, вот эти рейдовые мероприятия по должникам, тех, кто не заплатил транспортные налоги, каким образом будут они проводиться? Ну, выезжают по месту либо прописки, либо нахождения транспортных средств, устанавливают прямо конкретно наличие имущества в виде транспортного средства. Как правило, они происходят рано утром, когда, либо поздно вечером, когда должник, его автотранспорт находится в местах его регистрации. Ну, а если его там нет? Есть другие способы, которые мы можем установить. С ГИБДД? Да, но как бы пускай для должников это останется тайной. Ну, а вообще эффективная мера сама какая? Самая эффективная мера, наверное, все-таки взыскание со счетов граждан в кредитных организациях. Потому что в основном в нашу эпоху развития электронных технологий у всех практически есть счета. Сведения о счетах в налоговую службу банки подают, в том числе по физическим лицам, и мы осуществляем с них взыскание. Как узнать, есть ли задолженность по налогам? Как я говорил и раньше, самый простой способ – это открыть личный кабинет налогоплательщика физлица, допустим. Есть соответствующие сервисы, можно скачать соответствующее приложение, ну, оно вот либо на Android, либо на Apple-ских приложениях получается. Второй, самый простой способ – это зарегистрироваться на сайте госуслуг, чем сейчас многие пользуются. И там можно увидеть свою задолженность и, соответственно, оплатить. Ну и третий способ – это очень распространенный. Помимо обращения в налоговую инспекцию по месту учета, можно обратиться непосредственно в МФЦ, которые у нас представлены в республике очень широко. В них можно
при обращении узнать свою задолженность, распечатать квитанцию и, соответственно, ее погасить. Мы знаем, что со стороны государства из-за пандемии коронавируса предпринимателям, представителям бизнеса была оказана поддержка, была дана отсрочка на 6 месяцев. Какова ситуация в Башкортостане с этой точки зрения? Ну, надо сказать, что у нас в соответствии с постановлением правительства 409 были приняты меры поддержки, ну так они и как к тем отраслям, которые, к тем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые были заняты в соответствующих отраслях, ну, их перечень там первоначально был утвержден постановлением 434, потом он расширялся в свое время. Какие были меры поддержки? Ну, помимо того, что именно из этих отраслей там выделялись денежные средства в качестве компенсации за май-июнь при отсутствии задолженности, опять-таки по налогам в сумме превышающей более 3000 рублей, так и всем организациям и индивидуальным предпринимателям, независимо от того, были ли они в этом перечне, с 25 марта по 1 июля не направлялись требования, не применялись меры принудительного взыскания в виде выставления инкассовых поручений, приостановления операций по счетам, независимо от того, были ли они в пострадавших отраслях или нет. Ну и сейчас, в настоящее время, наступает момент с июля возобновления мер взыскания той задолженности, которая накопила. Для тех отраслей, которые были определены как пострадавшие, существует рассрочка уплаты налогов после окончания периода, это получается она переходит на следующий год. Более того, для этих отраслей были нивелированы начисления за второй квартал, то есть были списаны начисления по определенным видам налогов. Вообще узнать перечень мер поддержки, которые оказывает правительство в части налогов, можно просто посетив сайт налоговой службы, и там имеется достаточно яркий баннер. Ну, вообще меры поддержки востребованы или нет? Вот это хочется понять. Меры поддержки всегда востребованы. Вопрос, кто в какой степени ими воспользуется. И какую картину вы видите, если коротко, у нас завершается время? Ну, мы еще занимаемся отсрочкой платежей. Вот у нас более 70 организаций уже получили отсрочку, обратившись в инспекции, у нас специализированная инспекция по работе с долгом номер 4. В принципе, любой может узнать о своей отсрочке на сайте ФНС России. И на этом мы поставим точку. Свой ИНН. Спасибо большое. Это была программа «Интервью». Оставайтесь на БСТ.